Вы знаете, как они идут к демократии? Я вот обратил внимание, у меня же трое девочек, они все, к сожалению, для меня, живут в Финляндии, точнее, старшая жила здесь 7 лет, вот как со мной приехала, но вот сейчас она опять же уехала в гимназию учиться в Финляндии. Вы знаете, как там дети воспринимают понятие демократии? У нас ведь понятие демократии, оно нам чуждо. То есть у нас была империя когда-то, и вот до сих пор у нас, вот сейчас, когда у нас есть президент достаточно сильный и жесткий, большое количество людей этому рада. Порядок, четкая, понятная система. С преступностью только та, которая разрешена. А просто абы кто не будет абы кого грабить, потому что система четкая и понятная. Так вот, в детском садике сидит 8 человек. Ну, например, 8, может быть 6, может быть 12, несущественно. В Финляндии дети всегда все запивают. Взрослые тоже. То есть взрослые запивают, скажем, вином, пивом, там, а дети запивают соком, молоком, водичкой, еду свою. Вот. И воспитательница спрашивает, дети 2-3 лет. То есть те, которые уже понимают, но еще далеко не все говорят. И вот воспитательница говорит, детки, кто хочет молочка, поднимите большой пальчик. Кто хочет водички, поднимите мизинчик. И вот эти 2-3-летки напряженно думают, прямо слышно, как они думают, прямо сидят. Кто-то поднимает большой пальчик, им наливают молочка. Кто-то мизинчик, им наливают водички. Но заметьте, они думают и они делают выбор. У нас в детском садике такого не бывает никогда. Там либо у тебя будет и молочко, и водичка, и какао, либо что-то одно. Но спрашивать не будут. Да. То есть поэтому демократии внутри у нас и нет.